Если Александр Лукашенко решил позвать на встречу всю белорусскую прессу, значит наболело. В этот раз он, как и всегда, отлично сыграл роль правдоруба и был мгновенно разорван на цитаты. Мы их обогрели, мы их приняли, разместили, накормили, помыли в Бресте. Они там рожали, моим именем называли детей. Это он о чеченских беженцах в Бресте. Намек на то, что Беларусь не закрывала границу с Россией даже во времена Чеченской войны. Вообще, количество упреков в адрес России на этот раз зашкаливало. Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы? Мы имеем право принимать, кого мы считаем нужным в свою страну. Мы же себя позиционируем как центр всей цивилизации, всей Европы. Так Лукашенко прокомментировал намерение российского руководства создать пограничную зону между двумя странами. А вот попытка разобраться с соседом, кто для кого является больной мозолью в вечном нефтегазовом вопросе. Без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Вообще Лукашенко считает, что Беларусь у России вызывает много негативных эмоций. Наверное, у России появилась некая настороженность, что вот Беларусь уйдет. Вот она уйдет. Лукашенко на Запад развернулся. Поэтому Россия постоянно ставит палки в колеса и Беларуси в целом, и лично Лукашенко, считает белорусский лидер. У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного этого договора не нарушили. Россия пинает их, хвост и в гриву эти договоры. Лукашенко не скрывает, что Беларусь все больше смотрит на Запад. А сам президент Беларуси с высоты почти 23-летнего опыта смотрит на новых западных лидеров. В частности, на Дональда Трампа. Пусть даже он неопытный. Да, некоторые шаги он делает, там отсюда кажется. Я это все проходил. Когда не с элиты приходишь вот наверх, я это все пережил и прошел. Лукашенко относится к Трампу со снисходительной симпатией и даже пытается его защитить, в том числе и от России. Сколько раз уже говорил и руководству России: успокойтесь, не делайте этому Трампу хуже. Но чуть ли не они назначили президента в Соединенных Штатах Америки. Белорусский президент считает, что Дональд Трамп не настолько глуп, как некоторые думают, но даже он не сможет остановить глобализацию. Это тренд на века, сказал белорусский лидер.